День сопротивления Крыма российской оккупации, так в Украине планируют назвать 26 февраля. В этот день, 4 года назад, перед зданием Верховного Совета Крыма прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тогда крымчане, крымские татары и проукраинские крымчане на один день задержали захват полуострова. О событиях, предшествующих захвату полуострова и о том, что произошло после 26 февраля, сегодня будем говорить в телемарафоне, который транслируют сразу на 3 телеканалах: АТР, ЮА Крым и Эспрессо. Открываю сегодняшний марафон я, Эльвина Сидбулаева. У нас в гостях заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Он был в гуще тех событий. Ахтем ага, селям алейкум, хош келдиңиз. Селям алейкум. Ахтем ага, кто сдал Крым и есть ли смысл сегодня говорить об этом? Ремарочка. Я не думаю, что мы задержали на один день оккупацию. Мы по сей день сопротивляемся этой оккупации. Оккупацию вооруженную в том виде, в который Россия произвела, задерживать должны были регулярные части армии, которые, к сожалению, в тот момент с той доктриной, определяющей врага в лице России, для Украины не было. Что касается, я сказал бы, что имело место предательство интересов государства, интересов граждан нашего государства, предательство самого Крыма как автономии. И это предательство носило такой вот массовый характер среди чиновников, среди руководителей спецслужб, среди руководителей подразделений регулярной части на территории Крыма. Потому что сдать Крым могло государство, мог народ. Государство с первых дней делало заявление, что происходит военная агрессия. Государство предпринимает меры противодействия этой военной агрессии, и в том числе на востоке Украины. Народ оказывает в большинстве своем, ценой своей жизни, и не только крымские татары, оказывают сопротивление этой вооруженной террористической организации, называемой Россия. 4 года назад около Верховной Рады собрались, как я уже сказала, более 10 тысяч крымских татар и проукраинских крымчан. Тогда Меджлис созвал митинг. Это было спонтанно сделано, либо как-то готовились? Как это происходило тогда? События 26 февраля только одним этим днем рассматривать нельзя. Последние несколько месяцев шла такая концентрация напряжения, связанная с Киевом. То есть мы, крымские татары, как и большинство жителей Крыма, ждали улучшения, то есть евроинтеграция, сближение с Европой, это не только крымских татар, больше крымских татар интересовало, но однако уже и большая часть населения, имея тесные связи, то есть ездили, приезжали в Евросоюз, да, и вот это направление больше импонировало. Что касается, то есть до 26 февраля уже ряд митингов постоянных, можно сказать, проходили на территории Крыма. И у нас проблемы сопряжены были опять-таки с властью, с крымской. Нам не давали проводить, где мы хотели. Нам все время выставляли какие-то препоны, если проводили какие-то мероприятия, акции протеста, там, митинги. Или, например, на площади Ленина небольшой Евромайдан собирался, и, скажем, с попустительства, или даже ему это нравилось, что на этот Евромайдан, на небольшую группу студентов всегда нападали какие-то пьяные, ряженые вот эти вот петухи, которых называют казаками, либо вот та самооборона. Поэтому 26 февраля уже общество было
настолько информированно и настолько активно, достаточно посмотреть соцсети, и там это было видно, что никто равнодушным не оставался. И когда 25 числа накануне вечером собрался меджлис, причем мы там очень часто собирались. 23-го был мощнейший митинг, если помните, в память Номана Челебиджихара. Да, на Центральной площади. Однако большую часть времени на митинге мы посвятили ситуации в Крыму, в Украине, и о будущем говорили. Каким мы его видим, говорили. Так вот, 25 числа было поводом то, что Константинов объявил внеочередную сессию, на которой после нескольких визитов в Москву уже он был полностью управляем Москвой, и предполагалось политическое решение воззвания к России о том, чтобы они вмешались в ситуацию, помогли там, как они выражались, значит, русскоязычному населению, не дали возможность там хунте прийти в Крым и так далее, и так далее. Вот все Но открытие этого. парламента, проведение сессии, оно откладывалось. Сначала оно было на 15:00, потом ее отложили из-за того, что не было кворума. Не совсем так. Она была назначена на 10 часов утра, и, значит, мы приняли, причем так, единогласно, без особых обсуждений, мы все понимали, как и народ, что нас ждет, и что мы обязаны не допустить подобного рода политических решений авантюристами в руководстве Крыма. И у нас и времени-то не было особых подготовок делать, и не было необходимости в этом. Достаточно было председателю Меджлиса выступить на канале АТР, а все население сидело у телевизоров день и ночь, потому что всех беспокоило развитие ситуации в Киеве и в Крыму в частности. Так вот, десятки тысяч пришли. Не около 10, не около 15. Даже по материалам моего уголовного дела однозначно прослеживается о том, что люди все время подходили, и это были сторонники проукраинского митинга. А вот пророссийского, я почему эти термины говорю, потому что по делу так называлось это, пророссийского митинга, это были организованные группы маргиналов, причем со всего Крыма. Там даже как бы прослеживается, сколько приблизительно человек ехало с Феодосии, с Алушты, с Бахчисарая, с самого Симферополя. Это всего лишь навсего там, может быть, даже не несколько тысяч, там сотни речь шла. И основная группа с Севастополя, в том числе уже к тому времени Севастополь организационно все мероприятия сделал по отторжению Крыма. Вот. И там находились уже частная вот эта военная компания Вагнера, потом, значит, терское казачество, и тоже мы это узнали из материалов этого процесса. Официальные документы, как они организованно прибывали в Симферополь. Можно было тогда спрогнозировать такое развитие событий? Прогноз, скажем так, опасения, вот та тревога, что может такое произойти, и не только в тот день, а еще на протяжении 25 лет, время от времени возникало. Нам пророссийские вот эти маргинальные группы и ряд чиновников и политиков в Крыму нам ни на минуту не давали забывать о том, что вот рядом Россия, и что постигнет наш народ, когда они, не дай бог, войдут. Но, к сожалению, они вошли, и мы теперь видим, что наш народ всегда был готов сопротивляться этому без каких-либо человеческих, моральных качеств, зверю, называемым властью Путина. На митинге 26 февраля мы видели и Аксенова, Сергея Аксенова. В Совете министров находился Могилев, в Верховной Раде находился Константинов. Какие велись переговоры на тот момент? Опять-таки, достаточно почитать материалы дела, показания Константинова, Аксенова, картина становится очевидной. И речь шла не только о 26-м. Как 25-го собирались в Совмине, как самоустранился Могилев, собрав все силовые структуры 26 числа, он заявил
заявляет о том, что он не имеет на них влияния, и они должны связываться в Киеве со своим руководством и, значит, получить от них дополнительные распоряжения. Это вообще Могилев свое правление в Крыму, и будучи начальником главка, и после этого министром МВД Украины, и потом премьером, он обозначивал для своего основного политического действия это попытка, значит, репрессиями подавить активность крымских татар. Это очевидно. И события на Айпетре, после которых его сняли, когда несколько тысяч вооруженных до зубов этих вот Альфа, Беркут и так далее, там несколько десятков нас, крымских татар, я тоже там участвовал, дубинками избивали так, что мы потом неделями лежали в больницах. Так вот, став премьер-министром, он продолжил эту политику. Он же официально заявлял свои шовинистические взгляды по отношению к крымским татарам. Поэтому я убежден в том, что он не просто самоустранился, он способствовал оккупации Крыма Россией. И то, что я вообще, неужели никто не задался вопрос, ведь с Киева ему отставку не определяли. 27 числа подал в отставку на основании решения того, что под дулами автоматов собрали депутатов и 27 числа и там приняли определенное решение, Аксенова назначили, где его заявление, что это преступные действия, значит, совершили данные лица. Константинов находился в Верховной Раде, но, как я уже сказал, несколько визитов в Москву уже показали, что он полностью управляем. И из показаний в деле моем очевидно, что уже в Верховной Раде находились спецподразделения России. Они были в гражданской форме, но находились и в охране у Константинова, и в коридорах на 4-6 этажах 26 числа было принято, всем вечером распустили уже митинг. А к чему пришли тогда? Почему было тогда принято такое решение? Основной целью гражданского населения было и Меджлиса крымско-татарского народа не допустить принятия политического решения. Ясно, что подобные решения не входили в компетенцию Верховной Рады Крыма, ни проведение референдума, ни, значит, воззвание там к соседнему государству. Поэтому мы, когда собрались, мы не допустили этого. Не собрался кворум. Константинов сильно нервничал, и его нервозность обусловлена была тем, что обязательства перед Россией и план России не реализовывался в тот период. Вот этой мягкой, красивой аннексии и вот этого понимания, что вот народ Крыма в какую-то там гавань, другое слово хочется применить, действительно потом вляпались все вместе в эту гавань, да? Так вот, эта картинка не сработала. Не сработало, мы сломали им планы. Что касается вот этих рассуждений, нужно было уходить там, не нужно было уходить. А зачем там внутри находиться? Во-первых, там более 400 подразделений спецназовцев Украины при полной амуниции находились в здании Верховной Рады. Уже 26 февраля. Конечно. И причем по материалам дела четко там описывается и количество, и руководители этих спецподразделений. Поэтому нам зайти туда и просто сидеть и дополнительно создавать охрану этого здания не было необходимости. Мы свою задачу как гражданское население на тот период выполнили. Дальше роль была силовых структур и спецподразделений. Когда вы узнали, что российские войска уже захватили здание? Мне позвонил Чубаров, и где-то, наверное... Это 27-го было или 26-го? 27-го рано утром по материалам дела, значит, захватили зеленые так называемые человечки, это где-то в 5 утра. Я выехал туда приблизительно в 8 утра и уже видел, что стояли всего несколько патрульных гаишников на перекрестках вокруг Совмина и вокруг Верховной Рады. Несколько десятков ротозеев. Мы там с ребятами еще пешком прошли, посмотрели. Ни о каком там большом количестве жителей Крыма, которые вот там
значит, ликовали по поводу того, что вот произошло такое событие и повесили там российские флаги на зданиях этих учреждений официальных, не было. Это неправда, это ложь. Вот то, что Крым погрузился сразу с утра 27-го в мрак, и жители тоже, это было видно. Все улицы были пустые, моментом изменилась атмосфера в городах, у всех был страх, все были напуганы, и самые даже, которые ждали, вернее, любили Россию, поняли, что уже что-то страшное надвигается. И страшное началось буквально в те же дни, когда тысячами колонн эти бронетранспортеры, эти Уралы, затентованные, в которых сидели вооруженные до зубов солдаты, и никому это не понравилось. Это всех напугало. И вот с тех пор по сегодняшний день Крым вот в таких ужасных реалиях находится. Предлагали ли тогда крымским татарам оружие, украинское оружие, либо велись ли переговоры, чтобы крымские татары сопротивлялись, да? Я вам так скажу. Сегодня ряд политиков пытаются правильно определить свое место в тех событиях, чтобы это красиво выглядело и, скажем так, достойное поведение. На самом деле, вот эта демагогия, ну, не смешно, а трагично слушать это. И, в общем-то, абсурдно такие утверждения. Как это должно было выглядеть? Пусть расскажет Пашинский. Это что, КАМАЗами нам с материка должны были везти? А кто контролировал оружие? Кто контролировал уже в тот момент основные несколько путей на материк? Уже вот эта банда, называемая самообороны и спецчасти регулярной армии России. Наши части должны были нам оружие дать. Так извините, в первую очередь не они ли сами должны были вооружиться по команде своего командования? Это как должно было выглядеть? Например, как в Бельбеке, да? Значит, сперва вышли, оставили все склады, оказывается, договорились там, значит, часть возьмет под охрану российские войска, а часть там украинские, да? На следующий день там пафосно входить с каким-то флагом, причем украинский еще какой-то, по-моему, красный флаг был, я вот сейчас не помню, и петь гимн Украины. Поэтому вот это все бредни свидетельствуют о том, что абстрагированы были ряд политиков, которые по долгу своей службы должны были там находиться вместе со своими республиканскими отделениями партий, которые рассыпались буквально в считанные часы 27 числа. Возвращаясь 26 февраля, организатором митинга были не только вы. Но почему все-таки оккупационная власть обвинила именно вас? Ну, по делу Почему? идет еще Рифат Чубаров, но они его немного раньше просто депортировали. Причем мы вместе пересекали, он в моей машине сидел, когда мы пересекали границу. Почему именно вас оккупационная власть обвинила? Ну, этому способствовали в том числе наши подлецы, там Муфти, Заур, Ремзи, Эскендер там, и другие, да, их не так много, вот, которым просто тошнило то, что... Но они тоже были тогда, 26 февраля, на митинге? Были, да, но вы же впоследствии говорите. Так вот, я весь этот год очень активно вел собрания, проводил с людьми на местах, говорил, что нам бояться нечего, мы на своей земле, и мы должны сплачиваться, и мы должны противодействовать оккупации. И в то же время я встречался с зарубежными лидерами стран и с послами Украины, европейскими и мировыми. Так вот, это им так вот, настолько подрывало мнимый их авторитет среди народа, что они бежали к Аксенову, к Белавинцеву и требовали, значит, изолировать меня, в общем-то. И им это удалось, но я опять-таки говорю, вот через 3 года некоторые из них, из этих подлецов, то, что там облизывали этих оккупантов, сами находятся сейчас на грани того, чтобы уж поснимали, и их же и посадят. А других ждет та же участь чуть-чуть, может быть, позже. За несколько дней до вашего задержания, я на свободе, вы были на материковой части Украины. С кем вы встречались тут?
Накануне? Накануне Ну, это задержания. символически интересно получилось. Я тогда действительно в декабре с Мустафа, с Чубаровым встречался с Эрдоганом, и мы там я очень эмоционально высказывался по ряду событий, которые в Крыму происходили. И потом встретился с Порошенко, с президентом. И тоже эмоционально прошел разговор. Я вам один секрет вот открою. Когда я заговорил о этих подлецах и назвал Аксенова, он сказал, что сколько сил у него хватит, он этого гада придавит. Вот я впервые за 4 года, не знаю, он узнает, я вот впервые за 4 года эту фразу произношу. И сказал, что Крым для него это очень больное место для него. То есть он очень так эмоционально отреагировал тогда. Вернувшись домой, через некоторое время меня посадили. И точно так меня вызволили. То есть оказался в Турции на встрече с Эрдоганом. Откуда начинали, там... Да. Я еще Эрдогану сказал, уважаемый Таип, говорю, вот смотрите, как символично. Сейчас я с вами разговариваю, через несколько дней буду у Порошенко, а дальше повторится ли эта история? Мне что ждать при возвращении домой? Он сказал, будут проблемы, скажешь мне. Вот такой Вас разговор. арестовали. Вы находились в СИЗО. К вам приходили спецслужбы. Какие методы давления применялись, использовали, и как вам удалось выстоять это все? Когда у меня об этом спрашивают, я хочу, чтобы все знали. Я пытался не совершать поступков, которые бы опозорили меня, детей, семью, родителей. То есть конечно, тяжело было видеть, что стоит подписать эту бумагу, и вот через несколько коридоров ты окажешься на свободе. Я возвращался в камеру и сидел, и мне это очень психологически и морально было тяжело, конечно. Но я задавал себе вопрос, вот я выйду, вот эта дверь, я сейчас за ней окажусь, как я людям в глаза посмотрю. И вот это вот мне было очень... То есть я руководствовался стыдом. А вот потом уже, после того, как я принимал решение, принципы, настойчивость, и, конечно, нужно было иметь немножко такого, чтобы выдержать вот то потом, после таких отказов, после моих регулярных заявлений из тюрьмы, конечно, пресс очень сильно увеличивался. Во время пребывания в СИЗО вы потеряли маму. Сколько вам тогда позволили пообщаться с ней? Как это было, как выглядела встреча? Что мало об этом известно? Мы трижды подавали ходатайство в Верховный суд, так называемый Крыма, и нам отказывали в том, чтобы дать возможность попрощаться с мамой. И это выглядело очень кощунственно, потому что предлагали маме приехать в СИЗО. И вообще, конечно, это тяжело, что, в общем-то, для животных в их лице это было естественно, потому что они не понимали, что человек перед смертью, который не встает уже месяцы с постели, не может приехать. Ей даже инвалидную коляску предлагала. Это так называемая Лубина, правозащитница Крыма. Это животное, которое ничего человеческого не имеет. Так вот, неожиданно в перерыве одного из судебных заседаний, когда я должен был на обед выйти, меня вывели, посадили в автомобиль в сопровождении там целой бригады машин, и внутри этого микроавтобуса спецназовцы сидели. Мне одели мешок на голову, наручники, курточкой накрыли наручники. В общем, привезли к родителям домой, и «10 минут я сумел, в общем-то, еще с живой мамой попрощаться».
Ахтамага, после уже вас, известно, что вас и Ильмиага освободили, передали Турции, потом уже Украине. Да, спецоперация была. Спецоперация. Как вы видите и возвращение Крыма в состав Украины? Что вы будете делать? Мы делаем все для этого, и хочу своих соотечественников заверить в том, что первые лица этого государства, я с ними встречаюсь. Вот буквально позавчера я был в МИДе, и с господином Климкиным мы вели телемост с Крымом, общались и поднимались актуальные вопросы, и есть абсолютное понимание и желание помочь. Да, не все так быстро, как хочется, но сейчас, в том числе, я поднял вопрос, который сейчас будет очень актуален. Это суды заканчиваются, получают реальные сроки, и их вывозят далеко на материк. И это уже другие проблемы, другие сложности, очень большие, и материальные, и логистика. И все это я озвучил и сказал, чтобы Николай Полозов и наши там адвокаты, Эмиль, Эдем, предварительно начали готовить концепцию, как мы будем помогать уже и семьям, и тем, которые находятся за 1000 километров от Крыма. Кроме того, я вижу, что первые руководители очень активно, эмоционально проблематику Крыма освещают на международной арене. Ну, что вам сказать? Например, наша вице-спикер Геращенко, мужественная женщина, которая очень эмоционально говорит об этих проблемах. Пока и мы тоже стараемся внести свою лепту. Возвращение Крыма, оно обязательно будет. Нас смотрят как на материковой части Украины, так и в оккупированном Крыму. Что бы вы хотели сказать нашим соотечественникам и крымчанам? Я вчера видел сюжет, как наша молодая девочка Акимова, да? Эльмаз. Вышла с одиночным пикетом против уничтожения нашей исторической памяти, нашего достояния. И вот в этом вся суть жизни нашего народа сегодня в Крыму. Это протест. И я как-то сегодня вот случайно в Ютубе посмотрел то, что я писал в 2016 году с тюрьмы. Крым больше никогда не останется без крымских татар. И я уверен в этом. И мы вернем Крым вместе с теми гражданами, которые ценой своей жизни сейчас сопротивляются этому террористу. Чосагун с Ахтамагом, что были у нас в студии. Сейчас на скайп-связи глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа Заир Смедляев. Заир ага, ассаляму алейкум. Салям алейкум, Заир ага. Алейкум. Заир ага, что сейчас происходит 26 февраля в Крыму? Связь прерывается. Расскажите, как сегодня, 26 февраля, крымские татары встречают День сопротивления? Я вообще не услышал вопроса, связь прерывается. Заир ага, что сейчас говорят в Крыму об этом дне? Сами крымские татары понимают, был один из многих дней борьбы крымско-татарского народа за свои права. Поэтому относятся так, как относятся. Позиция тех, кто сегодня находится у власти в Крыму,
Они иронизируют над этим, они смеются. Кто-то даже позволяет себе уже сегодня рассказывать, что там кто-то разбежался, как зайцы там. Хотя 4 года люди все помнят, как кто-то с выпученными глазами бегал и просил коридора. Жили судьбы людей, которые принимали участие в митинге 26 февраля. Ну, скажем так, последствия, негативные последствия коснулись это Ахтембе Чигос, это Али Асанова, Мустафу Дегерменджи, Искендера Кантемирова, Искендера. Ну, в общем, 6 человек были задержаны. Сегодня идет судебный процесс, завтра будет продолжение так званого судебного процесса по делу 26 февраля. Остальные, ну, скажем так, вызывались на допрос, проводились с ними душещипательные беседы, пытались еще каким-то образом воздействовать, в том числе и в плане там трудоустройства, вернее, как раз-таки избавления от этого. Ну, самая большая ноша досталась 3 человекам. Это Ахтему Чигозу, Али Асанову, Мустафе Дегерменджи. И сегодня уже, помимо всего прочего, еще и Бекир Дегерменджи, который тоже был участником тех событий, сегодня тоже находится, к сожалению, в СИЗО. Несмотря даже на то его состояние здоровья и на то, что ему вообще нельзя находиться в таких учреждениях. Заметили ли вы за 4 года, как изменилась позиция тех, кто ранее приветствовал оккупацию? Что вы видите в Крыму? Ну, самый яркий пример — это, наверное, те, кто кричали «приди, введи», кому уже ввели. Некоторые из них уже сегодня находятся в СИЗО, некоторые лишились своего бизнеса, имущества, грозились взять спички, бензин, сжечь себя на Красной площади. Причем это люди, которые получили там 2 медальки за прилепление Крыма, там еще что-то такое. Ну, вот с теми резиновыми изделиями таким образом и поступают. А чего они ждали? Разве нужен был народ? Нужна просто стратегическая точка на карте. Всего лишь навсего. А сегодня то, что сносятся дома в Севастополе, сносятся участки, и уже даже тем, кто к этой власти, то, что уже начинают сносить мечети. Кто-то рассказывает, что что-то строится, а я говорю, что уже сносится. Сегодня в Жигулиной роще сносится мечеть. Вот ее достижение. А как изменилась социальная жизнь людей? Ну, первоначально, когда параллельно ходили рубли и гривны, меняли одно на другое, там выигрывали в этой разнице, плюс повышенный коэффициент пенсии, все остальное, плюс те цены, которые здесь были, ну, как-то было нормально. Первоначально люди радовались. Теперь уже нет. Зарплаты ниже, чем в целом по Российской Федерации, цены выше. Выше, чем в Москве, выше, чем в Санкт-Петербурге, выше, чем на Дальнем Востоке и в Сибири. Заир ага, как сейчас действует Меджлис в Крыму в условиях оккупации? Ну, вы знаете, после запрета на деятельность Меджлиса, запрета судебного, ну, его деятельность в Крыму, скажем, приостановлена и полномочия переданы
специальный совещательный орган при председателе Меджлиса крымско-татарского народа. И чувствуют ли крымские татары и проукраинские крымчане поддержку со стороны материковой части Украины? Ну, поддержка есть, но она недостаточная, и недостаточно освещаются те процессы, которые здесь происходят. Недостаточно об этом говорится на международной арене. Ну, просто желательно, чтобы об этом говорили больше. И в последнее время вот эта тенденция отдельных там чинуш, отдельных политических деятелей пытаться свалить вину за то, что военные сдали воинские части с песней, с плясками, со всем вооружением, пытаются свалить всю вину на крымских татар. Вот это такая негативная тенденция есть. К сожалению, это немножко портит настроение, да, у людей. И возвращаясь к 26 февраля, когда вы уже находились около здания парламента, как это происходило, расскажите, какая была тогда атмосфера? Ну, скажем так, крымские татары шли, потому что они знали, стоял вопрос о том, что Верховная Рада Крыма примет обращение, о том, чтобы присоединили Крым к России. Свой трагический опыт отношений с Россией. Крымские татары этого не хотели, и поэтому нас и собралось там такое количество. Люди постоянно шли до тех пор, пока уже не сказали люди, все, вроде Верховная Рада не будет принимать никаких сепаратистских заявлений, не будет никаких там противозаконных действий с ее стороны. То есть вроде бы была достигнута договоренность, и когда все участники этого мероприятия расходились уже под единым лозунгом «Крыму мир», а потом подло, цинично ночью произошли эти захваты, сдача сперва этих зданий, а потом, ну, по сути, там же вооруженного никакого нападения не было, никто не сопротивлялся. Все это было заранее спланированное шоу, поэтому и с подачи с того же самого согласованно и с Могилевым, и с другими деятелями, с теми, которые органически не переваривали крымских татар, те, которые, скажем так, тоже, наверное, поимели свою долю за то, что посодействовали в этом процессе. Было выйти на митинг уже 27-28 апреля. Как вы считаете? Ну, все же прекрасно понимали, что если здесь, скажем, будет инициатива со стороны крымских татар, это будет поводом для развязывания агрессии против всего народа. И поэтому здесь было правильно, что не втянулись 27-го и не попытались там, скажем, влазить в эти здания, чтобы потом кого-то в чем-то обвинили, чтобы это было основанием развязывать руки для массового террора. Те же аналогичные же мероприятия проводятся постоянно крымских татар провоцируют. С нашей стороны была агрессия, чтобы по отношению к нам потом применить те же самые методики, которые применялись и применяются на Кавказе. Зайраган, что были у нас на скайп-связи. Наш марафон будет продолжаться до 10 часов вечера. Далее информационную эстафету принимают новости. И уже после ждите в этой студии моего коллегу Егора Чедеринду. У него в гостях Владимир Казарин и Игорь Семиволос.
Не переключайтесь.